Народ, который отстоял свою самобытность, завоевал право быть самим собой, отдав за это тысячи и тысячи жизней лучших сынов, в 21 веке может не в кровопролитном бою, не в столкновении с полчищами иноземных врагов, а в рутинной повседневной жизни, в потоке цивилизации, да? в потоке цивилизации, Да, утонуть просто. утонуть, раствориться, Да, вот именно так незаметно утратить потерять свое лицо, потерять свою культуру, потерять самое себя. Человек рассуждает таким образом. Да, я еще говорю на астинском языке, не так хорошо, как хотелось бы. Мои дети уже практически не говорят, что-то понимают, но их дети, поскольку мои дети не говорят на языке, соответственно, они в своих семьях уже не будут говорить на родном языке, и их дети уже от них не усвоят родной язык. Ну хорошо, еще одно, два, три поколения, и через 50-70 лет потомки осетин в основной своей части перестанут и говорить, и понимать свой этнический язык. Язык совершенно не случайно является главным средством передачи из поколения в поколение не индивидуальной информации, не индивидуального жизненного опыта, десятков и сотен поколений данного народа, жизненного, исторического, социального опыта, накопленного данным народом, носителем этого языка. Таким образом, язык является средством формирования, если угодно, нации, средством сохранения нации и средством продления его существования, его жизни в веках и в тысячелетиях.